Всем, всем доброго времени суток. У нас ночь сейчас, поэтому буду говорить не громко так. Но хотелось бы записать такое вот видеообращение для канала Черный канадский волк Black Canadian Wolf. Дело в том, что там постоянно слежу за этим каналом и за параллельным Arctic Park каналом. И вот сейчас, находясь на Arctic парке, на канале опять увидел, что много комментариев по поводу щенка с прибылым пальцем, якобы бракованный. Бракованного и так дорого продают и так дальше. Там и конкурс этот, много споров. Ну, вот хотел бы, как эксперт по породе западносибирская лайка, эксперт от Росохотрыболов Союза, значит, РОРС сокращенно, и эксперт по лайкам и валендам от УФВА КУПа, значит, от Кинологического союза полицейских собак КУПа, Международный союз, в котором Андрей зарегистрировал новую породу валенд. Это гибриды западносибирской лайки с волком. Я тоже держу обе эти породы и держу давно. Гибрида от Овчаренко держу 9 лет, ей Вели. Она сестра лешего Алексея Марченко. Кто следит за каналом Андрея Мусиенко, значит, Black Canadian Wolf, те и наверняка и с Алексеем Марченко знакомы, ну и, естественно, с его знаменитым уже много потомства дал лешим. Те собаки, которые у Андрея сейчас, Ария и Фурия, они как раз происходят от этого лешего. Ну, я сейчас не об этом, а просто познакомиться о себе сначала вот сказал, а теперь охота пояснить насчет прибылых полец у западносибирской лайки. Видимо, зрителям и вот именно тем хейтерам, или как их назвать еще, которые пишут, что бракованный щенок, там брак, хотелось бы напомнить, чтобы зашли они, не поленились, в национальный клуб породы, который мы создали недавно, кстати, 2 года ему. Тоже при моем участии создавался клуб, национальный клуб породы западносибирская лайка. А теперь вот мы уже создали, перед Новым годом буквально зарегистрировали еще национальный клуб породы валенд. И вот я как создатель обоих этих клубов, как говорится, и хотел вот разъяснить насчет именно западносибирской лайки. Эта порода произошла, родина ее у нас как раз, где я сейчас проживаю, Западная Сибирь, и из хантейских и мансийских отродий лаек, которые также граничили и с ненецкой лайкой. И если кто знает, или можете зайти по интернету, найти все про ненецкую лайку и фотографии ее посмотреть, и вы увидите, что у них у всех есть прибылые пальцы вот эти, и они даже естественные, с нормальной жестким пальцем. И почему у этой породы этот палец не стал рудиментарным, ну то есть в результате эволюции не отвалился, не иссох, не почему у них их не удаляют, а именно прям стандартом заложено этот палец должен быть. Он сохранился, как говорится, от предков. Именно потому, что условия содержания их были самые, что ни на есть, суровые на северной тундре. Летом болото сплошные, и надо из болот всеми 4 лапами умудряться ползти по нему, выскакивать, чтобы обгонять этих оленей, пасти и так дальше. Она больше пастушья собака, оленегонная, так называемая, ну и охотничья тоже. Они и охотятся с ними, умудряются, местные националы, наши немцы. Но если о пальцах именно, то вот в этой породе прям именно прибылой палец этот положен, как говорится, и он до сих пор у них, в их собаках имеются эти пальцы, их не отрезают у них. А вот у западносибирских лаек это же легко сделать, зайти в национальный клуб породы НКП-ЗСЛ, набираете
Или я вам даже сейчас попробую помочь это все сделать, кому лень. А то эти хейтеры как-то... ну для этого мне надо развернуть, да, будет. Но я не знаю там, как будет выглядеть этот... Ладно, отдельный этот сниму, потом покажу в стандарте на породу, как именно написано дословно, чтобы увидели, значит, подписчики, зрители канала «Черный канадский волк» Андрея Мусиенко, что эти пальцы — это не брак для породы, это с древности еще сохраняются они, просто они считаются сейчас современными кинологами, экспертами нежелательны. Там так и написано: пятый прибылой палец нежелателен. Нету ни одного слова о том, что это недостаток или там какой-то брак. После нежелателен написано: у тех, у кого имеется, короче, этот палец, рекомендуется удалять. И вот сейчас Андрей встал перед сложным выбором, потому что ему клуб, через который оформляет он документы, РКФовский клуб, значит, поставил перед таким условием, что к моменту актировки щенков, чтобы у этого пальца не было дополнительного у щенка пятого. И вот он встал перед трудным выбором: если удалять и пускать его в породу. Ну, многие уже на его канале жалеют этого щенка. Для чего это люди придумали, вот это удаление? Вот я именно это и хотел сказать, когда потом позже покажу вам стандарт на породу, что действительно это прихоть людей и цивилизации. Вот за время цивилизации этот палец просто ненужный стал у многих собак, он отпал, как говорится, его не стал он вырастать. У кого и вырастает, он коготь буквально на коже там держится, коготок и на коже. Он нет внутри ни косточки, ни пальца, ни что. А вот именно у этого получилось, так гены сошлись, что вырос именно с пальцем на всей лапе. Ну, тоже в клинике, естественно, смогут удалить, так что ранка зарастет, и его даже не будет видно, и он может, этот щенок, идти в племенную работу, как чистокровная западносибирская лайка. Ничего страшного в этом нет. Просто Андрей как бы из жалости и вот спросил через канал своих подписчиков, зрителей, и видите, там большинство как бы заступились, зачем обрезать, вот лучше кому-то отдать из охотников, кому не нужны эти выставки и так дальше. Ну, Андрею самому решать, конечно, как быть дальше, будет удалять или все, и получить РКФские документы на него, или все-таки, значит, вот сделает этот конкурс, и кому-то из охотников, значит, щенок достанется. Я тоже решил поучаствовать в этом конкурсе, потому что именно вот эти крови мне очень интересны. Он, кстати, этот щенок нашего же этого Дара с Туруханского края, правнук, внук нашего Дара Синай, дочь нашего Дара Тайга, вот старая Андрея Мусиенко, а этот уже правнук, щенок, вот этот пятипалый. Он не шестипалый, а пятипалый стал уже. Там как бы был, когда сразу мне Андрей фотографию прислал, он может потом приложить эту фотографию, я там ее в кружок обвел, этот шестой пальчик. Он как бы во время роста, сейчас что щенок подрос, растянулся и изрос, рассосался этот шестой палец. Так что он сейчас, щенок, стал пятипалый, а не шести. Это как было изначально. Они, эти шестые пальцы, были без хрящика, без косточки, то есть в них внутри косточка потом бы не образовалась. А вот в этом пятом она там прям настоящая косточка, то есть это упор у собаки, и он ни в коем случае не мешал бы ей. Ну, как видите, люди придумали такие правила, эксперты, кинологи, что внешность важна для выставок, и поэтому она действительно не смотрится. Вот вы, кто зайдут, посмотрите ненецкую эту лайку, как гамбургский петух с этими шпорами, ну, на задних ногах эти когти торчат, крючки. А в жизни, видите, им на самом деле в природе они нужны, потому что не в мох, они, это из мха легче им выбираться из тундры, из болот. И точно так же по надутым снегам. Наши снега, вот эти северные в тундре, очень-очень надутые.
плотный снег. И когда лапа туда начинает вязнуть, чем больше когтей, на передних лапах и так по 5, а на задних вот у ненцев тоже по 5. А вот у остальных пород, как видите, уже в результате цивилизации и примеси других пород этот палец ушел. Но не у всех. Вот по линии Окуловского они часто выскакивают. Я сотрудничаю с этим заводчиком, его многие знают из лайчатников, именно западносибирских лаек заводчик из Курганской области Петр Николаевич Окуловский. Я для своего питомника 3 сук приобрел именно у него, и дальше мой питомник уже весь основан на собаках Петра Николаевича. И вот он действительно занимается больше 50 лет, уже 55 лет этой селекции западносибирских лаек, именно палевых с белым окрасом. И, эта тайга немножко серо-палевая, как бы. Она не серая, это не серый окрас вот у тайги, который у Андрея, а такая светло-серая, можно сказать. Это там еще последний раз прилились к крови уральских собак с Екатеринбурга, там Влада Блаженкова собаки попали, тоже уральский эксперт-кинолог и охотник, вот его собака там есть. Вот через нее маленько там серые добавились. А так в большинстве у Петра Николаевича, значит, собаки палево с белым окрасом. И вот у них очень часто из разговора с Петром Николаевичем, да и я сам знаю уже за столько лет, сколько держу его линию, что у нас тоже не редкость, чтобы вылазили прибылые пальцы, их просто отстригаешь, чтобы собака выставочная была и так дальше. Но здесь маленько другой случай. Палец жесткий, с косточкой. Поэтому мы, поговорив сразу в первый день, когда Андрей показал фотографию его лапы, я посоветовал, что давай оставим его бы потом, если бы не афишировали и нигде не показывали, он бы потом на выставке даже никто бы и не видел, что он стоит не на 4, а на 5 пальцах, потому что они именно около подушечки находятся, этот 5-й палец. Они как обычные прибылые, там на 2-3 сантиметра выше. Это действительно редкость. И тем более у него как бы шестые еще были, они, правда, сейчас изрослись. Изначально он был 6-палый, сейчас стал 5-палый. Стандарт я, значит, покажу позже, чтобы люди не лазили, а именно эти строчки прям дословно, где написано, что 5-й прибылой палец нежелателен. В случае, если он имеется, значит, рекомендуется отрезать, удалять. Ничего другого о том, что это племенной брак или еще что-то, и быть не может речи, потому что это, наоборот, говорит о том, что порода наиболее древняя, наиболее приближенная к естественной тем собакам, которые изначально были охотниками по всей Сибири тут, и также, возможно, контачили с этими ненецкими лайками. Просто ненецкие лайки до сих пор там в тундре почему сохранили, вот я уже объяснил, что условия содержания такие, что он им нужен до сих пор, этот палец. И еще потому, что не разбавили другими собаками, другими породами собак, и этот палец сохранился. В других же породах он ушел. Но вот именно по линии Петра Николаевича Окуловского еще часто такие выскакивают пальцы, что и говорит о высокой чистопородности именно собак, взятых как раз с территории Западной Сибири, из хантейских, мансийских, ненецких и прочее. Западносибирская лайка вообще произошла более чем из 20 отродий. Кто почитает всю историю ее. Ширинский Шихматов был такой, значит, кинолог. Сейчас еще покажу вам сам стандарт, эти строчки, и чтобы уши режет, когда такие комментарии неграмотные пишут, что племенной брак, он его в породу сует. Это как раз в точности наоборот говорит о том, что порода наиболее не произошло с ней никаких изменений, так и несет с древности, по крайней мере, нередко выскакивают в ней эти 5-е прибылые пальцы, которые просто эстетически некрасивые, и эксперты для выставок рекомендуют их удалять. Больше они не несут никакого для собаки, никакого дискомфорта.
если их отрезать. Если, конечно, вот эти верхние прибылы оставить, то он будет задираться, потому что он на коже там находится, его отрывать будет и так дальше. Их практически всегда охотники отрезают. Но вот редко-редко внизу еще, когда вот такой палец получается, он как бы, ну, никакого дискомфорта не принес бы, потому что у меня лично был такой кобель по кличке Катав, у которого точно такой же палец был. Он, наоборот, отлично плавал, быстрее, чем простые лайки. У него, как бы, ласта, можно сказать, вот эта задняя шире, и он гребет быстрее, и прям видно, он как за ним шлейф такой воды идет, как андатора, или там как выдра шпарит по воде. Очень резкие такие скидки мог делать покруче, чем заяц. Что зайцев ловил неоднократно, это вообще по молодости. Потом-то я его отучил, зайцев не приучают лайку вообще гонять. Ну, по молодости многие этим балуются. Вот у него получилось их ловить, даже лису славливал, потому что тоже вот имея вот эти пальцы, у него как бы задняя лапа вообще не подвержена никакому проскальзыванию и резкий рывок может делать. Ничего страшного, по крайней мере, в этом бы не произошло, но вот такая ситуация. Кинологи с клуба встали, как говорится, в позу, и Андрея поставили перед выбором, удалять или не удалять. Ему, конечно, хочется, чтобы этот кобель попал в племенную работу, потому что крови действительно хорошие по всем собакам сидят, что по тайге, что по Синаю. По Синаю это вообще часть вот моих кровей, ну и дальше Акуловского Петра Николаевича. И часть идет тут тюменских собак. Я их всех практически на 4-5 колен знаю лично. Ну, то есть видел на выставках, некоторых видел в лесу и так дальше. Знаком с этими линиями, поэтому самому очень интересен был бы, если бы этот щенок попал в нашу семью. Сейчас выключаюсь и включу, попробую снять на стандарт западносибирской лайки в нашем национальном клубе породы, значит, западносибирская лайка. Вот щенки, которые там серенькими родились, ну вот два кобелька вот эти, как раз, которые пятипалый, он вот будет такого окраса, как вот удара на голове. Чуть-чуть концы волос серые, а сам палевый. Настолько сильно этот окрас светлеет. Зимой будет с рыжиной, а летом почти белый становится. Это вот по акуловским собакам такой окрас идет. Это уже проверено нами ни одним пометом, ни одними поколениями. Уже сейчас в родословной 4 поколения, где фамилия Зубов фигурирует. А они все идут от собак, от 3 сук, которые взяты у Петра Николаевича Акуловского. Набирайте в поисковике НКП ЗСЛ, порода, прогоняем вниз до стандарта породы. Стандарт породы находим. И вот в стандарте породы находим лапы. Находим в них, где у нас конкретно по прибылым. И читаем дословно. Прибылые 5-е пальцы на задних ногах нежелательны. А при наличии их рекомендуется удалять. Это говорит о том, что в породе 5-е пальцы допускаются. Просто рекомендуется их удалять из эстетической точки зрения и нецелесообразности, когда на охоте вот они болтаться, которые мягкие, опять же. А вот за такие, как у данного щенка, которого шестипалым поначалу назвали, а сейчас выяснилось, что он все-таки пятипалый стал. Вот у него, значит, жесткий палец с косточкой, и там ничего он ему не будет мешать, он будет им толкаться, как остальными пальцами. Я думаю, что неправы с клуба кинологи, которые, можно сказать, принудительно Андрея заставляют купировать эти пальцы.